Как сделать так, чтобы ребенок или подросток, который осознанно или случайно совершил противозаконные действия, не стал заложником обстоятельств и не втянулся в преступную среду? Основная задача, которую в детском фонде Абхазии поставили перед собой. Дело в том, что в стране нет ювенальной, иначе говоря, юношеской юстиции, а она, по словам юристов, крайне необходима. Если брать в расчет международную практику, то, соответственно, существуют разнообразные конвенции ООН, те же пекинские правила, эриатские правила, которые как раз-таки регулируют вот эту ювенальную юстицию. Что лучше всего сделать в законодательстве нашей сфере, что нужно привести уголовное, уголовно-процессуальное законодательство в соответствии с этими международными актами, чтобы уголовное наказание несовершеннолетние преступники получали не наравне с взрослыми, а для своего, во-первых, для своей категории возрастной и по своему психологическому тоже развитию. В национальном законодательстве, согласно данным, приведенным в руководстве, четко не оговаривается, сколько времени должно длиться дело несовершеннолетнего в суде. Согласно международным стандартам, дело должно рассматриваться намного быстрее, нежели у взрослых, а лишение свободы подростка в качестве меры пресечения должно применяться лишь в особых случаях. Коротко говоря, отсутствие специальных законов для юных правонарушителей приводит к тому, что суд не учитывает все то, что отличает ребенка от взрослого, а это, как правило, не позволяет детям оправиться психологически и исправиться. Ведь с такой категорией подследственных или подсудимых нужно работать по-особенному. За все эти около 30 лет, к сожалению, мы не смогли сами многое сделать в отношении вот этих молодых правонарушителей, чтобы их не было в отношении их превенции, хотя, несмотря на то, что Абхазия является частично признанной, все-таки очень много было сделано для того, чтобы у нас не было таких правонарушителей в таком возрасте. Но они есть, и с ними надо работать. Как рассказала директор фонда Асида Лумья, чтобы внедрить юношескую юстицию, основываясь на международном опыте, изначально необходима информационная работа. Именно для этого фонд разработал руководство для работы с несовершеннолетними правонарушителями. У нас, я считаю, что большой прогресс в том, что создана служба социальных работников. Это мы с ними постоянно контактируем и контактируем, естественно, с психологами. И сейчас вы знаете о том, что у нас есть омбудсмен по правам человека и полномоченная по правам детей. Это тоже Я считаю, что как государство мы стараемся сделать многое. Но есть вещи, которые должны быть реформированы. Например, некоторые законы, внести поправки. И для детей бывают отдельные судьи, отдельные даже адвокаты, отдельные следователи и так далее. Таким образом, сотрудники правоохранительных органов и другие специалисты, в чьи руки попадет это руководство, смогут почерпнуть важную юридическую информацию и о том, какие меры возможно предпринять для предупреждения преступности среди подростков. На протяжении прошлого и даже этого года мы активно участвуем в мониторинге судебных процессов с участием несовершеннолетних, это уголовные судебные процессы. Видим, что все-таки суд пытается быть гуманным по отношению к детям, и суд пытается вынести справедливые решения, хотя мы также видим, что есть среди несовершеннолетних и рецидивисты тоже. Беспокоит то, что наше правосудие, оно заточено на то, чтобы наказать несовершеннолетнего, оно не проводит какой-то четкой разницы между совершеннолетними и несовершеннолетними. И, соответственно, правосудие оказывается по отношению к несовершеннолетним таким же жестоким, как и к совершеннолетним. И это на всех стадиях уголовного процесса отражается. И самое ужасное то, что несовершеннолетние, они должны отбывать наказание вместе с совершеннолетними. И такие случаи есть, их немного, но все-таки есть. В Абхазии за всю практику мониторинга судов над несовершеннолетними в 2021 году в Очамчире была применена статья 84 Уголовного кодекса Абхазии, то есть судья счел возможным освободить подсудимого от уголовной ответственности, применив меры воспитательного воздействия, что важно для того, чтобы у подростка не возникло чувство безнаказанности. Самым важным аспектом в реализации задуманного разработчики руководства считают налаженную работу и коммуникацию
юстицию, необходимо усилить работу в обмене информацией, координации между структурами и оказании реабилитационных услуг. Асида Малия, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.